Ранее житель Жетыгузского района Иссык-Кульской области через обряд нике женился на несовершеннолетней. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил юрист Камиль Рузиев. По его словам, девочка учится в 9 классе, и о ее браке знали в школе. Имам, совершивший религиозный обряд, уволен с работы. Мужчине 31 год, девочке 16 лет. Об этом нам рассказал представитель полпреда в Иссык-Кульской области. После того, как информация начала распространяться в интернете, он отказался от своих слов. В школе все об этом знают. Помимо этого, много таких фактов, над которыми мы ведем работу. В Иссык-Кульской области сообщили, что в милицию заявление со стороны представителей девочки пока не поступало. Несмотря на это, в милиции отреагировали на сообщение Рузиева. Сообщение юриста Камиля Рузиева зарегистрировано в электронный журнал информации ОВД Жетыгузского района. В село, где произошел случай, выехала следственно-оперативная группа для установления фактов, указанных в сообщении. Кроме этого, на информацию о браке с несовершеннолетней отреагировала вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. Она дала поручение Госкомиссии по делам религии и духовному управлению мусульман провести работу со священнослужителями, чтобы не допускать проведения обряда нике с несовершеннолетними. Профильным госорганам поручили выяснить обстоятельства относительно вступления в брак несовершеннолетней в Иссык-Кульской области. В духовном управлении признали, что ранее регистрировали случаи, когда священнослужители соглашались заключить брак с участием несовершеннолетних. Поэтому с июня 2019 года в Кыргызстане религиозные деятели начали вести учет тех, кто заключает брак, и вписывать все данные в специальные журналы. Помимо этого, имамам было рекомендовано требовать паспорта у тех, кто сочетается браком, и допускать к обряду тех, кому уже есть 18 лет. Мы предупреждали всех имамов о том, что в случае совершения обряда нике с участием несовершеннолетних они будут отвечать по закону. Муфтият разработал единую форму журнала для регистрации нике. Там указаны все требования. До его внедрения были случаи, когда имамы заключали нике с участием несовершеннолетних, потому что они просто спрашивали, сколько лет жениху или невесте. Но сейчас таких случаев уже нет. И все же молодежь должна иметь представление о нике, совместной жизни до заключения брака. Тогда и разводов у нас будет меньше. Между тем, в аппарате омбудсмена отметили, что зачастую молодые девушки не обращаются к ним, потому что этот факт скрывается. По словам представительницы ведомства Гульзины Боубековой, факты раннего брака в регионах очень много, после чего девушки, рано вышедшие замуж, обращаются к ним только когда становятся жертвами семейного насилия. Кроме этого, наши девушки подвергаются семейному насилию. И вы сами знаете, что в этой семье обычно по 3-4 детей. У этих детей даже нет свидетельства о рождении. И очень много было фактов по тем обращениям, когда девушка, мы изучали этот вопрос, и получается, что девушка ранее выходила замуж, в раннем возрасте, так скажем, у нее уже 3-4 детей. И, так как нет свидетельства о браке, и, естественно, нет свидетельства о рождении детей. И эти дети годами, даже семья не числится в Кыргызстане, можно так сказать. Невидимые люди, так скажем. Стоит отметить, в 2016 году Жогорку Кеңеш принял законопроект, согласно которому в Кыргызстане вводится запрет на проведение обряда нике с лицами несовершеннолетнего возраста. За нарушение закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет. Регистрировать официальный брак в стране разрешается с 18 лет. Азамат Кенжешев, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.